Всем привет, меня зовут Вика, и давайте перенесемся в нашу студию. Здравствуйте, ребята. Привет. 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 Как дела, как настроение? Супер. Все отлично. Приехали в родной город, очень соскучились и просто настроение выше. То есть вы недавно из Москвы прилетели, вас встречали фанаты с подарками. Все верно. Приехали к нам в 5 утра в аэропорт. Вообще мы были в шоке, честно говоря. Не каждый приедет утром встретить тебя из другого города, а эти ребята делали это уже не в первый раз, и мы им очень сильно благодарны. Какие впечатления о перелете? Ну, для нас это первый раз вообще уезжать на долгий срок от дома. И, ну, первое время было немножко даже сложно, что ли, да, адаптироваться. Но мы первый год вместе, поэтому нам было нетрудно жить вместе. Быстренько освоились, быстренько все распределили, и ну, все пошло как по маслу. И ну, все супер. Все хорошо. Как вы считаете, на все ли готовы ваши фанаты для встречи с вами? Ну, это в первую очередь нужно у них спросить, но видимо, да, раз уж они встретили нас в 5 утра, как говорил Миша, потом у них нас дальше был шок. Учеба, работа. Учеба, да, после этого получается, они нас встретили в 5 утра. Мы поговорили, пофоткались, сняли там видео, и после этого они пошли учиться. Кто-то ушел, не знаю, в школу, в универ. Колледж. Да. Не выспавшиеся просто ради нас, не знаю, ну, видимо, готовы на много. Ну, а вы готовы? Ради них? Да. На что готовы? Ну да, можно так сказать. На какие подвиги, например? Ну-ка, Манька. Давай. На что Все, что мы делаем, все, чем мы занимаемся, это благодаря им, это мы делаем все для них, и все, что мы достигаем, тоже для них. Так что получается, мы живем ради них, делаем все ради них. Мотивация. Это был лучший ответ. Ваня. Что вас перетянуло в Москву? Желание развиваться, желание показать себя, не только себя, а именно наш народ, наш язык, нашу культуру, показать всей России. На что вы способны? Да, ну это наша мечта, наша цель, то, к чему мы идем. О детстве. Вот как вы провели свое детство, каждый из вас? Мое детство связано непосредственно со сценой. Прямо с начальных классов я начал заниматься танцами. Сначала народными танцами вот, вместе с классом, затем современные танцы, и вот затем эстрадные танцы. Эстрадно. Да. Начал заниматься параллельно вокалом, то есть все мое детство связано со сценой, можно так сказать. А у вас как было? Я в детстве тоже начинал на сцене, занимался вокалом, но, к сожалению, в начальных классах я это забросил дело и жил как обычный мальчик-школьник, просто школа-дом. И вот прям хотелось на самом деле что-то изнутри себя вытащить, но решился я только в студенчестве. В школьном возрасте школа-дом. Детство, то есть школа, да? Ну, что ты помнишь? Мое детство связано с деревней. Каждое лето я ездил к своему дедушке. Мы ездили на охоту, на сенокос. Я был обычным пареньком. С музыкой особо не дружил, просто слушал. Мечтал себя внутри мечтать, петь. Записывал на диктофоне, как я пою. Слушал, удалял. И в итоге просто школа, дом, да. И волейбол, наверное, в 7 классе. И все. Обычный парень из деревни. Ну, я занимался творчеством, пением с самого детства, прямо с детского сада. Когда я пел детские песни, это всякие кулунчук, учук-учук, и туз-потук. В начальном классе я даже выступал перед одноклассниками с якутской одеждой. Туз-потук, туз-потук. Потом я забросил в 5 классе. Пошел на брейк-данс, потом тоже забросил. И с 2012 года я занимался в студии Семена Чинянова. С тех пор я под его опекой нахожусь.
Поэтому я здесь. А как вы окончили школу и куда были намерены поступать? Опять, Да. Ну, если честно, были, конечно же, свои сложности именно в плане... Я постоянно занимался танцами, ездили мы на чемпионаты. И параллельно, получается, с учебой у меня всегда были танцы, да, и поэтому было сложно совмещать. Поэтому не обошлось без троек, но их было мало, правда. Закончил я, получается, школу, поступил. Сейчас в Москве, получается, собираюсь учиться дальше дистанционно. Я в школе всегда учился без троек, но я не был отличником, ну, в начальном классе это не считается. По поводу ЕГЭ у меня не было сложностей, я думаю, было довольно легко, ну, в мои года, может быть. И я не знаю почему, но я подал документы только на одно направление, в один институт. И поступил. И поступил на ЕГЭ, да. Вот. Уверен, да? Ну, вроде. Так. Куда я хотел поступить? Как ты еще учился в школе? В школе я учился довольно-таки, ну так, среднее. Были тройки, конечно, но это не показатель ума, да? Да. Поначалу я хотел поступить на пожарную безопасность во Владивостоке. Серьезно? Я подавал документы. Ну и хорошо, что не поступил, потому что сейчас я вот в группе, я не жалею. И получается, поначалу я поступил в шахту подземного строительства на горный институт, потом перевелся на открытые горные работы, то есть шахты на открытые. А в начальном классе я хотел стать полицейским и космонавтом. Такое и было. Ну, сейчас я учусь, уже 4-й курс. Все хорошо. Хорошист. Без троек. Наконец-то я стал хорошистом. Можно это стыдно. Ставка. Ну, я в школе учился на хорошо, тройку у меня не было, до 6 класса был отличником, потом я подключил интернет, стал хорошистом. С детства я хотел связать свою жизнь с творчеством, но ближе к 11 классу я начал понимать, надо что-то другое, и решил поступить на экономиста в ПАИ. Потом все-таки занимался параллельным творчеством, и в итоге в конце курса я все-таки выбрал творчество. Какие любимые и нелюбимые уроки В школе. у вас были? Так, ну, нелюбимых уроков вообще не было. Серьезно? Не Не, ну, надо в врать. принципе, просто были уроки, которые нравятся мне больше. Вот скажем так, все так усредненно, но больше нравились мне, конечно же, физкультура. Всегда играли в футбол, волейбол, там всему подобное. Играли еще, не знаю, ну вот, кроме физры, мне больше всего нравился английский язык, русский язык и литература. В общем, я не физмат. Да. Мне в школе, да, физкультура мне тоже нравилась, самый любимый урок. Также я любил алгебру, не математику, а алгебру. Геометрия мне не нравилась алгебра. И да, физика, можно сказать, но не особо, конечно, больше алгебра. Так. А из нелюбимых, я думаю, это были история и география. Хотя география нормально, история больше, да, мне не давалось что-то прям никак. Да. Ага. Так. Тогда, ладно, любимые уроки, да? Ну, физкультура, потому что я не ходил на физкультуру. Не ходил? Не ходил. Потому что я был... Любимый? Любимые. Вот. То есть разделяю так. Потому что я не ходил на физкультуру, потому что я был в составе сборной в школе по волейболу. Я тренировался 3 раза в день. Утром прогуливал уроки в 3 и вечером. Вырезаем сразу. Да? Ну, именно прогуливал физкультуру. Ну ладно, да. С акцентом. Нелюбимые уроки — это геометрия, биология,
Химия. Не, а почему нелюбимый? Потому что Сложно было? не Сложно давалось вообще. Не давалось. Что-то хромосомы, И химия вообще тоже не понимал. С первого урока в 9 классе химия пришла и сразу не зашла. А вот на первом курсе сразу пришлось учить химию заново. Так что химия, геометрия, биология. У меня любимый предмет, конечно же, физкультура. Потом Нелюбимый. любимый. А, Потом труд. Мы там на улице снег чистили. Потом информатика. Я забыл это. Потому что я люблю все, что связано с компьютером. Ну, мы там еще Counter-Strike играли во время урока. Самый нелюбимый. У меня особо такого нет, но мне с трудом давалась тоже геометрия, и химия, и физика. Как-то они вообще втроем так совмещались, я вообще ничего не понимал. С чего все началось вообще? Как вы познакомились, там, встретились? Мы все были заочно друг с другом знакомы еще до создания группы. Якутск очень здесь. Да. Мы с Андреем по волейболу, с Арханом по танцам. мы с Ваней по школе. Да, ну и вот так. Ну, Ваню все знают. Да, он был у нас звездой еще до Сноубойс. И так получилось, не знаю, как судьба, что ли, прям. Все по одному случайно собрались. Ну, не случайно, Семен Павлович нас всех собрал. Получается, сперва он нашел Архана на Детехаде в 2016 году. Это было, да, летом. Получается, он мне подошел, сказал, подходи в студию. Я подошел, он мне неожиданно сказал, рассказал свою идею, то, что он хочет собрать такую группу, бойс-бенд. Я удивился, но почему-то согласился сразу. Затем мы начали искать второго участника и затем третьего. Нашли случайно совсем. Давай расскажи, как Ну, все случилось. в те годы я занимался фото-видеосъемкой, принимал разные заказы, и Семен Павлович, он предложил мне снять рекламу для его студии, в которой должен был быть кастинг. Да, и Архан там был. Уже был в составе группы, получается. Я прихожу, снимаю, и ребята говорят, вот парень тоже поет, танцует, Архан добавляет, и все, на месте мне Семен Павлович предлагает, вступаю в группу, и я Сходу? Да, вообще сходу соглашаюсь, и все. И мы ищем третьего участника, и это был Андрей. Мы ищем в Инстаграме, смотрим, листаем всех подряд, и он как раз выложил видео, как он играет на гитаре. Только-только начинал, да? Третий месяц вроде бы. И вот, красивая личико играет на гитаре. Что еще надо? Да, танцевал, кстати, еще, и все сразу прям. Мы его разовел. Перед этим. Он стеснялся вообще, как, не знаю, кто не заходил в студию час, зимой на улице стоял. И потом все-таки он зашел, и мы его взяли. И через 1,5 года к нам присоединяется Ваня. Ну, он тогда уже был в студии 7-й или 8-й год, да, получается? 7-й год. И, проблем для него это не составило, сразу влился в коллектив, быстренько все выучил, и все. Вот так мы и живем. Когда начались первые успехи группы? Песня «Слоника». Стартовая площадка у нас была на конкурсе «Сага рэп». Да. Выступили с песней «Селастел», это была наша дебютная песня. После этого нас заметили, начали узнавать, даже иногда фотографировались, на удивление, да ведь? И затем у нас вышла наша судьбоносная песня «Сана Маеха». И после этого, допустим, мы выступали, я вот вспоминаю выступление на 1 апреля. 1 апреля. Это была не шутка, это была правда. Мы вышли, и, получается, выступаем, и там, получается, публика подпевает песню нашу «Сана Маеха». Это у нас с первых нот прям. С первых звуков, с первых битов. Все начали кричать, аплодировать. И тогда мы прям подумали, что да, реально мы начинаем набирать популярность, и все идет прям. Все хорошо. Да, все хорошо. А кто у вас ставит танцы? Танцы ставим мы сами. До недавнего. Да, до недавнего времени мы ставили танцы сами. В основном я с Арханом мы перебираем всякие разные движения, подбираем под музыку. А сейчас у нас уже есть хореограф-постановщик в Москве. И да, теперь этим занимается он. Будут ли у вас концерты в Якутске? Будет ли концерт? Да. Вот в этот период, когда мы здесь сейчас, да, имеется в виду, или вообще? Сейчас, это
пока Пока нерешенный вопрос. Там есть некоторые детали, которые нам надо решить. И как только мы узнаем точно все у нас получается, мы сразу же все это объявляем в Инстаграме. Так что следите. Да, следите. Но весной мы планируем, да, концерт планируем весной следующего года, в марте месяце. Большой сольный концерт. Следите за информацией на нашем Инстаграм Тут ссылочка. странице, да, тут будет, надеюсь, где-то есть. Кто из вас самый младший, а кто самый старший? Давай, теперь мы будем задавать. Ну, самый младший. Ваня? Да? Ага, допустим. А самый А старший? самый старший ты, Миша. А кто самый средний? Вас же двое. Ну, мы сами самые средние. Самый младший у нас Андрей. 96-й декабрь. 29 декабря. Почти. 97. Да, я самый старший. 94 октябрь. Вот. Это самый средний ребят. Вот всё. Что вас привело к тому, чтобы изменить свой имидж? Ага. Ну что тебя привело? Меня? Прям меня. Ну, вообще мы, как сказать, находимся в поисках. Это не окончательный наш имидж, потому что мы будем все пробовать новое. Как на это будет реагировать народ, как на это будем реагировать мы сами, как нам это подойдет и так далее. Все это будем взвешивать, и надеюсь, что мы скоро придем к окончательному нашему имиджу, но пока все будет меняться. Мы бы хотели сейчас провести маленький такой блиц-опрос, да, и то есть вам надо будет поднять руку, кто первый поднимет, тот и отвечает. Хорошо. Да, каждый сам за себя. Эти вопросы со школы. Давай. Да, первый вопрос. Найдите кубический корень от 512. Кубический корень. Сейчас. Ты же и биологию. Да, подожди, сейчас скажу. Ты информатик еще. Это 8. Да, правильно. Второй вопрос. Кто был главным героем в комедии Грибоедова «Горе от ума»? Блин, я забыл. Я недавно видел. Горе тома. А можно первую букву? 50 на 50. Ну, первая буква Ч. Не угадал. Недавно смотрели. Что мы смотрели? Кого мы смотрели? Ладно, все. Приснилось, походу. Не, ну вот прям когда в лоб спрашивают, почему-то прям улетает просто. Вот ты бы вроде бы знаешь, читал. Как будто на экзамене сижу. Я сдаюсь. Я тоже. Я боюсь опозориться. Это Чацкий. Да. Я его знал. Да, Да. я тоже так думаю. Тебя проверять. Найдите полезных серных кислоты. Полезно. Я не помню, это химия, это твоя тема. Первый курс, когда это было. Сейчас. Группа Смовойс отвечает на школьный вопрос. Вернее, не отвечает. Один есть. Давай его, Ваня, Андрей. Там как вообще считается сегодня? Серная. Не, у него с химией же проблемы были. Ну, он же... Ну, на первом курсе было хорошо. Потом Кстати. там типа поверхность света добавляется к этому или что? Как там? Какая кислота? Серная. Так, это ты. А24, да? Да, 24. A few moments later. Нет, что-то нет. Наугад давай. Наугад-то. Да, пример. Как этот, блин. Я забыл, как актер. Зак Галифианакис. У него уже есть мама.
Все? Ты выбрал? Ребята Нет. знают. Нет? А, Ладно. Ответ 2. Алты, да. Алтай минус 4-2. Четвертый вопрос. Какова сумма всех углов у равностороннего треугольника? Сумма всех углов равностороннего треугольника. Следующий вопрос. Хороший вопрос. Следующий. Поспорили. Равносторонний треугольник. А, подожди. Раз, два, три. Там по 60, да, получается? 180? Сколько, чего еще раз вопрос? Какова сумма всех углов у равностороннего треугольника? А, углов, все, я понял. 180 градусов. Подожди. Да, 180 градусов. Ты тоже Я по-другому очки сверху. посчитал. Самая длинная река в мире. Амазон? Правильно. В каком году было восстание декабристов? В каком году декабрист? 17? Каком 17? Декабрист. Революция. Да ведь? Да, революция. Ну вот это. В 16-м, подожди, революция была в 17-м году. 917? Не знаю, я не вспомню. Я говорю, В 1917-м. А восстание декабристов в каком году, да? Оно было раньше, потому что сказать. Оно было раньше. Да, Раньше же было. да. Ну, в году 15-м, 16-м. Нет, кажется, нет. Позор. Я забыл. 14. Твой окончательный ответ. А, вы ждете окончательно? Да. Я скажу. 15 26 декабря 1825 года. Вот ты был рядом. Что? 1825? Я вообще Ничего страшного. вырезать. Заново. Самое крупное млекопитающее. Кит. Правильно. Как называется музыкальная форма, в которой неоднократные проведения рефрена чередуются с отличающимися друг от друга эпизоды? Еще раз. Как называется музыкальная форма, в которой неоднократные проведения рефрена чередуются с отличающимися друг от друга эпизоды? Это серьезно, что Мы по-любому знаем, мы по-любому В школе знаем. такой разговаривал? В школе, кстати, нет. Но мы должны знать, мы же музыкальная группа. Это какой предмет вообще? Труд? И музыка. А у меня по музыке 4 было. Ну, бывает. Не видно. Ну, у всех пятерка была, у меня 4. Всех так хорошо пили, Нет, я без понятия. Это не Чикаря. Сейчас позвонился. Упал. Начинается на букву «Р». Р? Да. Ты что-нибудь, Болгар, скажи, да? Ромб. Нет, мы не знаем. Ронда. Почти. Сколько всего падежей в русском языке? О, сейчас скажу, подожди. 7, 7 подержи. 7-8. Именительный, родительный, дательный, Винительный. творительный, предложенный, винительный забыл, да? Там насчитал 6. 6-7 падежей. Правильный ответ – 6 падежей. 6 падежей. Вот все. Когда и кто основал Якутск? Петр Бекетов. Когда я не помню. 1632 год. Правильно. День города выступали же парни, вы чё? Ну, не в 1600. Опрос закончился. Ура! Ура! Михаил. Я же вспотел. Сейчас будет большой подарок. Чай. Это фигурки Мышка, из да? глины. Из глины? Да, учениками нашей школы. Мы сами выбираем. Ух ты. Мне котейку. Вау. Прикольно. Ух ты, у меня колокольчик. Я буду...
20 на уши. Баран. Спасибо. 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 Значит, прикольно, сами делали, реально? Да, дети сами делали. Это из чего? В5. Глина? Глина? Пятый вынос. Интересно. Клево. Спасибо. 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 Барашек. Ваня потом. Ваня потом. Интервью подходит к концу, да? И вот что вы можете пожелать будущим танцорам, певцам? В первую очередь ставьте цели. Обязательно. Да, Достигайте их, во что бы то ни стало. никогда не бойтесь начинать пробовать что-то новое, потому что себя в любом случае надо найти в каком-либо направлении. Музыка, она обширная, танцы тоже обширные, и надо себя найти в каком-либо направлении. Пробуйте все подряд, и будет прям круто. Не сдавайтесь, если что-то не получается, это еще не конец. Главное трудиться, через труд все придет. Ума? Он. Ну, спасибо, то, что согласились дать нам интервью. Спасибо, что Спасибо вам. пригласили. Спасибо тебе. Спасибо, Раэль. Все. Да. Ура! Спасибо! К сожалению, наш выпуск подходит к концу. Ставьте лайки, не забывайте подписываться на наш инстаграм-аккаунт и ютуб-канал. В комментариях напишите, какую звезду вы хотите видеть в следующем нашем выпуске «Звездные перемены». С вами была Виктория. До новых встреч!